Энергодефицит в стране – проблема хроническая. Нехватку мощности долгие годы приходится восполнять за счет коммерческого перетока из России. Однако цена импортного электричества диктуется рынком. Она в 2, а иногда и в 2,5 раза превышает средний внутренний тариф. Мы фактически приобретаем ту электроэнергию, которую потом реализуем на внутреннем нашем республиканском сегменте по тарифам, которые в 2-2,5 раза ниже. Естественно, повышение тарифов на электроэнергию – это не мера такая непродуманная, необоснованная. Вот впервые повышение тарифов произошло в 2022 году, и на тот момент первичный проект, который был разработан на 15-20% в зависимости от категории, превышал те тарифы, которые начали действовать впоследствии. Но было принято решение, что надо пойти немножко по другой тарифной сетке. Это позволило нам, Черноморэнерго, в первую очередь, собственными ресурсами приобрести с лета прошлого года объем электроэнергии, который позволил нам с прошлого года по текущий момент пройти без верных ограничений. С 1 апреля стоимость 1 киловатт-часа при однофазном подключении для физических лиц составляет 2 рубля, а при трехфазном подключении 2,7. Что касается должников, то до 1 апреля 2026 года они будут оплачивать по старым тарифам, а с начала месяца по новым. По словам министра энергетики Батала Мужба, тарифы в соседней России значительно выше для населения в 2-3 раза, а для юридических лиц в 4, а порой и в 5 раз. Простыми словами, государство покупает энергию в России дорого, а продает гражданам дешево. Только за первый квартал прошлого года за импортный переток из казны заплатили 830 миллионов рублей. Еще около 600 миллионов до конца года направила Черноморэнерго. Столь существенная разница делает вопрос энергосбережения и легализации потребления внутри страны вопросом национальной безопасности. Если бы государство только направляло бы свои ресурсы на покрытие энергодефицита, то тогда бы пришлось бы другие меры социальной поддержки, которые действуют в нашей стране для инвалидов нашей войны, для молодых семей, для других категорий граждан, наверное, бы их невозможно было бы реализовать. С учетом того, что та электроэнергия, которая приобретается за рубежом, она в разы, еще раз повторю, стоит дороже, чем те тарифы, которые действуют у нас в Республике Абхазия. Вместе с тем, корректировка тарифов сопровождается усилением мер социальной защиты. С начала этого года правительство расширило список категорий, имеющих право на льготный свет. С 1 января учителя в селах, многодетные семьи, одинокие матери и инвалиды первой группы оплачивают лишь 50% от стоимости потребленного электричества. Тема повышения тарифов обсуждается в республике уже не 1 год. Специалисты констатируют, расценки, действовавшие последние 5-7 лет, фактически замораживали развитие отрасли. Старый тариф не позволял энергосистеме даже минимально обновляться, не говоря уже о полноценном ремонте сетей. Как итог, износ оборудования и невозможность обеспечивать бесперебойную подачу электричества. Позволю себе привести такую статистику. Мы со специалистами достаточно тщательно оценили тот объем ресурсов, который необходим для того, чтобы просто восстановить ту ветхую электросетевую инфраструктуру, которая у нас есть, провести полноценный ремонт и восстановить наши подстанции, вот такие узловые, магистральные, как 110-220 киловольт, составляет порядка 3-3,5 миллиардов рублей. Это в ценах 2025 года. По распределительным сетям, распределительные сети – это сети 0,4-10 киловольт, которые, собственно говоря, проходят к домам наших граждан. Сумма средств для того, чтобы в полном объеме восстановить их, порядка 2 миллиардов рублей. Для того, чтобы наша энергосистема функционировала стабильно функционировала не только в каком-то краткосрочном периоде, естественно, ее необходимо обслуживать. Конечная цель этих преобразований – сделать так, чтобы свет стал нормой, а не дефицитом. Речь идет о глобальной задаче. Энергосистема республики должна стать по-настоящему независимой. Ведь энергетический суверенитет – это фундамент, на котором строится экономика всей страны. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.